если говорить о эволюции, эволюция естественно существует. И действительно существуют некоторые законы, и, так сказать, то, что... но понимаете, как обычно нас привыкли понимать да и нет. Красное и черное, белое-черное, там, да, нет и так далее. Плюс-минус. Это не совершенно не так. Это примитивная логика, которая опять навязывает те враги народа, о которых спрашивают. Потому что ответы на вопросы имеют многогранность. Потому что просто, чтобы понять многомерность логики, даже, смотрите, температура в этой комнате, да? Как она для человека? Хорошая или плохая? Тепло или холодно? Как? Разная. Одна и та же температура. Даже для одного и того же человека в разные состояния, если здоровый человек или больной, если он только проснулся или после физической нагрузки, он будет реагировать на ту же самую температуру по-разному. Но нас приучили сказать хорошо и плохо, да? Понимаете, вот в чем. Эволюция существует, да. Эволюция же не существует. Между прочим, если бы не было вирусов, скажем так, эволюции никогда бы не было тоже. Потому что именно благодаря вирусам возникают мутации, о которых говорится. Хотя говорится, вот типа мутация, радиация, так далее, так далее, так далее. Но, понимаете, некоторые виды сильно мутировали от радиации, но в большинстве случаев радиация очень жесткое воздействие, и мутации 99% отрицательные. Понимаете? Поэтому радиация положительно, в принципе, никогда не влияла. И скажем, что многообразие всех видов живых веществ, существует сейчас, появились в результате радиационного воздействия или жесткой космической, это глупости. Потому что жесткое космическое излучение было приостановлено практически, когда возник озоновый слой Земли. Тоже озоновый слой Земли отражает, чем он больше, тем более полное отражение поглощения жесткого космического излучения. Поэтому, жизнь на Земле, в частности, появилась только после того, как озоновый слой на Земле стал довольно-таки плотный. А в воде рентгенское жесткое излучение космическое никакого значения, потому что поглощается сразу в воде. Поэтому и в том варианте, и в другом никакого отношения к эволюции жизни космическое излучение и радиация не имеет. Хотя, естественно, оно влияет, и попадает, кто-то влияет, вызывает мутации. И может какая-то быть положительная, но очень-очень мало.